Хакасский национальный драматический театр имени Топанова отмечает 90-летний юбилей. Он уникален тем, что здесь ставят спектакли на двух языках – русском и хакасском. Театр играет важнейшую роль для сохранения языка и культуры коренного народа. Режиссеры не боятся брать в работу как отечественную, так и зарубежную классику. При этом театр стремительно развивается, и репертуар постоянно пополняется множеством новаторских постановок. Поэтому неудивительно, что уже на протяжении века залы всегда переполнены, а театр остается современным. Роль огромная, даже ничем не измеримая и для развития хакасского языка, хакасской литературы, хакасской драматургии, которую, собственно говоря, за эти годы мы вместе сделали. Ее как таковой вообще не было. Поэтому с самого начала рождения театра, 90 лет назад, это становилась своеобразная экспериментальная площадка, сплошные эксперименты. Нечего было ставить. Ставили не пьесы, тогда их не было, а произведения наших писателей, Кельчичаков, Доможаков. Пели песни, танцы исполняли на сцене народов мира, что-то нужно было искать, да, какие-то формы. Читали стихи на русском хакасском языке, пели тахпахи. Что я хочу им пожелать? Чтобы сбывались все мечты, чтобы хакасский театр узнали еще те уголки мира, которые пока еще его не знают, хотя многие уже знают, и много дипломов и лауреатских премий у театра есть за плечами. Мы стараемся отслеживать все театральные новинки, всех современных драматургов. Мы стараемся быть актуальны. Театр всегда у нас доброе, вечное. И в нашем репертуаре очень много и классики, и современной драматургии. Стараемся идти в ногу со временем. В следующем 2022 году у нас по программе малых городов нам предоставлена федеральная субсидия на постановку спектаклей с приглашенными режиссерами. Сейчас мы оговариваем тот материал, который мы хотели бы видеть в нашем театре. Сейчас идет достаточно трудный процесс. Это выбор пьесы, которая должна пойти в наших театрах, которая будет актуальна, которая будет интересна нашему зрителю. Мы же также ставим не только для взрослых, но и для детей, а для подрастающего поколения. Это же очень важно, чтобы дети увидели настоящее искусство. В данный момент у нас телевидение, интернет, и дети не всегда могут разобраться в качественных постановках. И поэтому приходят в театр, они не видят пошлости, видят добрые спектакли. И у нас была Эльза Михайловна, художественный руководитель, Эльза Михайловна Кокова. И она говорила, что если даже на спектакль придет один человек, надо для него играть, потому что мы в его душу что-то закладываем, что-то заложим, и он будет уже не таким человеком, каким он был раньше. И так же мы работаем для детей. Многие дети узнают наших артистов, и многие приходят уже взрослыми. Мы много лет работаем, и они наши поклонники. Последнее приготовление перед генеральным прогоном спектакля. Артисты театра планировали масштабно отметить свой праздник, но пандемия внесла свои коррективы. Итак, у меня сезон, уже 38-й, как я работаю в театре. Люблю очень свою профессию, она у меня такая эксклюзивная, необычная, творческая. Люблю своих актеров. И, конечно, вкладываю в актеров то, чтобы и их внешний вид стрелял и радовал нашего зрителя, чтобы мои образы, мои парики, усы и бороды, чтобы они помогали актерам правильно, хорошо, феерично выступать на сцене, доносить до зрителя все наши труды. Первый профессиональный театр Хакасии имеет богатую и удивительную историю. Он был основан 6 ноября 1931 года на базе художественной самодеятельности синеблузников. Первый художественный руководитель, режиссер, поэт, драматург и музыкант Александр Михайлович Топанов. Представляете, какое время интересное, да, как-то революция в стране, и образовался город, такое пошло развитие мощное, да. И, наверное, конечно, для того, чтобы создать такой творческий организм, который существует уже 90 лет, открывается занавес Хакасского национального драматического театра, этот человек обладал огромной энергией, харизматичностью, талантом и каким-то общественным темпераментом. Поэтому, естественно, личность Александра Михайловича Топанова здесь, можно сказать, фундаментальная роль. Актеров профессиональных не было, и в 1937 году наш театр, Хакасский национальный театр, был реорганизован в театр-студию. И
эта театр-студия сделала огромную, скажем, помощь, значит, в том, что ребята стали изучать актерское мастерство, сценическую речь, сценическую пластику, историю театра, историю зарубежного театра. Но, тем не менее, проблема кадров у нас была не решена. И в 1939 году впервые Хакасия, тогда Хакасская автономная область, набирает ребят из разных районов нашей области. И 24 молодых, юных, талантливых хакасов, мальчиков и девочек были отправлены в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии имени Островского. Театр не останавливал свою работу даже в тяжелые военные годы. Артисты гастролировали по деревням, сплавляясь по рекам. В 21 веке выездные спектакли в отдаленные населенные пункты тоже одна из традиций коллектива. Я всегда с трудом выделяю какую-нибудь из ролей. Как-то мне все роли дороги. Но, наверное, особенно дорогая, это, конечно, роль Гамлета в Шекспире. И еще одна для меня есть хорошая, очень такая дорогая роль. Это тот, который получает пощечины. Я играл роль Тота Леонида Андреева. Вот вчера мы тоже ездили в Баланкуль, совхоз Баланкуль. Вот у зрителей там, конечно, был гомерический хохот, понимаете? И нам так было приятно, что вот так вот спектакль удачно проходит. Пришел работать в театре с электриком, осветителем. Работал с 1977 года. Потом старшим машинистом работал. Потом поступил в институт и закончил актерский факультет в Красноярске. Роли, мне кажется, есть более удачные, более, с моей точки зрения. Есть неудачные, они это мои дети, те, которых я родил, а с теми ролями, которых мы мучились, создавали, они все мои дети, мои близкие. А совсем скоро сбудется давняя мечта артистов и зрителей. У Хакасского национального театра имени Топанова появится собственное здание. Строительство начнется в следующем году. Зал будет рассчитан на 300 мест.